Рустам Албагачиев в дзюдо уже спортсмен опытный, однако таких соперников, как сегодняшний его оппонент из Осетии, Рустам не встречал уже давно. Каждый из бойцов пытается провести красивую комбинацию и одержать зрелищную победу. В зале ждут интересные и бескомпромиссные схватки. Рустаму удается провести красивый бросок. 11-1 счет в его пользу. Нормально, просто вначале первый схватка, а так все задачи решить раз поставили. По итогу всех минут до конца. Настроен борьба, целые схватки. В заключительный день турнира по дзюдо памяти Магомеда Парчиева схватки проходят в двух весовых категориях – абсолютные и 73 килограмма. Кстати, именно эту весовую категорию представлял и сам именитый спортсмен, в честь которого уже в 17-й раз проводится турнир. Не столько обидно проиграть сильному сопернику, сколько уступить из-за своей же досадной ошибки. Пожалуй, этим принципом руководствуются все участники турнира. Но провести безупречно всю схватку тоже не всегда выполнимая задача. Еще один почетный гость на турнире – Али Хамхоев, победитель игр доброй воли 1986 года. Чемпиону Европы интересно знать, как развивается спорт, а в частности дзюдо в регионе. Спорт среди ингушской молодежи на хорошем уровне, поэтому вырастить достойное поколение ребят, которые жаждут добиваться новых побед – это уже задача тренеров. И Магомед Парчиев с нами тренировался, он был в Казахстане, вместе там тренировались. И нам очень приятно, что в честь его уже 17-й раз проводится турнир. Турнир очень нужный, чтобы показать молодежи, кем он был там для развития дзюдо, потому что Магомед Парчиев был очень хорошим спортсменом. А на татами очередное противостояние. Ахмед Исаев в схватке с Мансуром Плиевым смог удивить соперника. Оба дзюдоиста продемонстрировали почти что безупречную подготовку, но действеннее оказалась тактика спортсмена из Дагестана. Победа за Исаевым, и это только один шаг к триумфу. Честно говоря, уже третий год выступаю на этом турнире. Все серьезнее и серьезнее, на высшем уровне уже проводит его. После тяжелейших схваток в весовой категории 73 килограмма в финал выходят Акбар Бейсагуров и Зелимхан Аздоев. Но из-за травмы, полученной во время поединка, продолжить бой Акбар не смог. В итоге победа за Зелимханом, Акбар второй. А вот в абсолютной весовой категории победителем стал Шамхан Ешуркаев. Второе место за Адланом Искирхановым. А третью ступень пьедестала поделили Вахид Даурбеков и Арби Ахмадов. Безусловно, каждый из этих ребят ставил цель победить. Но намного важнее приобретенный опыт, ведь чтобы быть лучшими, нужно побеждать лучших. А в залах Ингушетии только таких и воспитывают. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.